Уже после того, как наш фильм был закончен, мы приняли решение сказать несколько слов в начале, с тем, чтобы довольно сложный материал воспринимался легче. Ну что ж сказать, мне в 40 минут не удалось втиснуть всего, что хотелось бы. Что же я за 40 секунд успею? И тем не менее, этот фильм о том, как группа очень умных людей заставила на себя работать почти весь остальной мир, и в том числе нас с вами. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Александр Сергеевич Пушкин. Идиоты! Вы не понимаете, что вы идиоты! Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. Томас Джефферсон. А где же парковщик? Эй, ты! Ты в красной кепке. Че сидим? Будь любезен. Присмотри за машиной. Да не поцарапай. Так, порядочек. Прокатимся. Самое время. Весь мир, он добровольно отдался как бы вот в рабство американскому доллару. Глобальная мечта была такая, что можно было дома в пробирке получать золото. Если я с этим долларом прилетаю в Америку, они выводят его из обращения. Если бы вы были американским политиком, как бы вы поступили? Американцев на самом деле ругать нельзя, потому что в силу вот самой логики развития мировой экономики доллар выдвинулся на роль резервной валюты. И мир добровольно это принял. Да нет, на моем благосостоянии это никак не отразилось. Все, что меня беспокоит, это моя семья, а с ней все в порядке. Единственное, что в центре города только туристов много стало. Знаете, я стараюсь позитивно смотреть на вещи. Если у тебя есть нормальная работа, то тебя не коснутся все эти изменения. Я должен констатировать, что весь остальной мир готов финансировать крайне высокие расходы американского правительства, колоссальный дефицит бюджета и огромные траты самих американцев. Чтобы понять что-то большое, нужно уяснить малое. Поэтому, чтобы разобраться, как Америка делает деньги из денег, нужно понять, что вообще такое деньги. Ну, вот такие бумажки, или вот такие видели, наверное, все, и все понимают, что они являются эквивалентом товара или услуги. Но почему тогда в каждой уважающей себя стране свои деньги? Почему не сделать деньги единые по всему миру? Урок первый. Почему деньги должны быть свои? Где-то в стародавние времена жили-были 4 человека, 4 работника. Один кузнец делал плуги да бороны, второй шил одежду, третий изготавливал из трав разные лечебные настои, а четвертый сеял хлеб и держал скотину. Каждый из них делал то, что нужно было не только ему, но и другим. И чтобы не мучиться всякий раз соразмерностью обмена, решили они придумать некий эквивалент, который можно было бы обменять и на нож, и на шапку, и на еду, и на лекарства. И начеканил тогда кузнец 100 монеток. Все эти монетки работники поделили между собой поровну и договорились, что цена этих монеток равна всему, что они до сих пор произвели. Все товары, которые были в деревне, стоили как раз 100 монет. И начались у них товарно-денежные отношения. Живут они и горя не знают. Но через год обнаружили работники, что на те же 100 монет у них гораздо больше товара оказалось. Просто монет осталось 100,
А ножей, солонины, одежды и снадобий сделали они за год вдвое больше к тому, что было. Они хорошо работали, и их деньги стали дороже. Когда на те же деньги можно купить больше товара, это укрепление валюты, и в случае с нашими работниками это хорошо. Но теперь представьте, что в расчетах они использовали бы монетки, которые начеканил им кузнец из другой деревни. Тому и делать ничего не надо, а его валюта дорожает, только потому что соседи принимают ее к оплате. Так и американцы, им выгодно, чтобы мир пользовался их деньгами. Туземцы, ну просто же отдают им свою экономику, как те два дурака отдали ключи от машины. Самый знаменитый труд на эту тему – «Капитал». Маркс вывел формулу «деньги, товар, деньги, штрих». И деньги, штрих уже больше, чем первоначальные деньги на размер прибавочной стоимости. То есть настолько, сколько стоит произведенная на эти деньги работа. Маркс объяснил, что важно не только произвести прибавочную стоимость, но и присвоить ее. А прибавочная стоимость как раз к деньгам и прилипает. Поэтому первый и главный источник американского финансового благополучия – внедрение доллара в финансовые системы других стран. Вы подумайте, 80% транзакций в мировой экономике осуществляется в долларах. Каждая транзакция – это пускай копеечка, но в кошелек владельцев долларов. Почему? Потому что если вы делаете транзакцию в долларах, то вы это должны делать в американских банках, у которых кор-счета в Федеральной резервной системе США. Есть плата за эти услуги. Значит, любая транзакция в долларах – это им деньги. Американцы наслаждаются тем, что другие страны готовы платить им своеобразную ренту, размещая свои финансовые активы в долларах. Американцам не надо ничего создавать. Прибыль можно получать уже с того, что другие держат у себя доллары. В последние годы многие страны, производящие нефть, Китай, Россия, Япония, собрали у себя огромное количество долларов. Это колоссальная привилегия для Соединенных Штатов. То есть раз их деньги крутятся в обороте других стран, значит они присваивают себе капитал, произведенный этими странами. Шакал я паршивый, у детей деньги отнял. За что сидел Али-Баба? За то, что разводил на бензозаправке бензин ослиной мочой. Что это давало тем, кому он разбавлял октановое число? Ну, у них портились двигатели, хрюкали, но он-то сам обогащался. То же самое производит, вот образно, если я скажу, присутствие доллара в экономиках других стран понижает октановое число национальной валюты. Это влечет за собой инфляцию, необоснованный рост цен, но обогащает кого? Того, кто сидит на заправке. А что, доллар падает? Но я не думаю, что у нас все дорого. Я по-прежнему считаю, что у нас в США на многие товары очень хорошие цены. Знаете, у меня большие планы, так что даже если цены повысятся, я на это обращать внимание не буду. Не для меня, нет. Если падение доллара как-то сказалось, то я этого не заметил. Урок второй. Инфляция. Ну а наши идеальные работники в идеальной деревне работают не за чужие, а за свои деньги. Товара за год стало больше, и теперь, чтобы денег на все товары хватило, надо бы привычную уже цену переписать, сделать ее меньше. Но работники решили привычкам своим не изменять. Люди они основательные и любят постоянство, и на собрании постановили, что будет лучше начеканить еще монет. Но, внимание, если кузнец начеканит монет больше, чем нужно, то появится соблазн цены увеличить. Каждый ведь будет знать, что деньги у покупателя есть. Тогда в деревне начнется инфляция. Инфляция – это когда денег больше, чем товара. Согласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен в стране вырос в марте 2007 года на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Мартовская инфляция в годовом исчислении в США составила 2,8%, а без учета цен на энергоносители и продукты питания на 2,5%.
Но почему Америка не умирает от инфляции? Она же печатает денег больше, чем любая другая страна. А вот это уже очень интересная история. Урок 3. Делиться надо. Или как все начиналось. Нестабильность 30-40-х годов прошлого века, естественная или искусственно созданная, привела в итоге ко Второй мировой войне. Все согласились с тем, что дальше так продолжаться не может, и в 1944 году правительства союзнических государств собрались в американском Бреттон-Вуде и договорились о принципах сотрудничества. Чтобы торговать, нужна была система, которая на какое-то время зафиксировала бы соотношение валют. Учитывая расстановку сил, а в результате Второй мировой Америка пострадала меньше всех, и у нее же были 3/4 мировых запасов золота, были приняты предложения США. Суть их сводилась к тому, что доллар официально привязывался к золоту в определенном соотношении. Валюты других стран, согласно договоренностям, тоже должны были это сделать, но уже после восстановления экономик этих стран. Таким образом, доллар стал единственной валютой, обеспеченной золотом в фиксированной пропорции – $35 за унцию. Какая была вековая мечта человечества? Вот вообще такая глобальная. Глобальная мечта была такая, чтобы можно было дома в пробирке получать золото. Была целая наука, алхимия называлась, у которой была одна единственная мечта – научиться получать золото. И так продолжалось там много-много веков, и как-то все не получалось и не получалось. И вот в XVIII веке появился, соответственно, некий один хитрый старый еврей, или Ротшильд, которому пришла в голову совершенно гениальная идея. Он думал, а почему мы хотим там, в столько веков получить золото? Потому что золото – это единая мера стоимости. Любая вещь стоит что-то лишь постольку, поскольку ее можно обменять на золото. Так давайте мы заменим золото на что-то другое, чем мы умеем получать в пробирке. И создадим систему, при которой мы эту пробирку сможем защищать. Не вдаваясь в детали, по прошествии 200 с лишним лет, единая мера стоимости в мире – это американский доллар. Единственное место в мире, где его можно печатать, пробирка, это Федеральная резервная система США. Частная контора, принадлежащая потомкам тех самых людей, которые в конце XVIII века эту идею и придумали. И есть еще замечательная конторка МВФ, один из пунктов устава которой, а у нас почти все государства члены МВФ, гласит, что никакое государство не может печатать своих денег сверх того, что у него обеспечено долларами в резервах. Все. Вековая мечта алхимиков реализована. И после этого Соединенные Штаты Америки стали, и точнее сказать, владельцы Федеральной резервной системы США стали печатать доллары столько, сколько надо. При этом, для того, чтобы у них не было инфляции, они все время по планете расширяли зону доллара. В 1947 году американцы выступили с так называемым планом Маршалла, программой восстановления и развития Европы путем оказания ей экономической помощи. После Бреттон-Вуда у них была такая возможность, поскольку доллар стал официальной твердой валютой. И в Западную Европу, в частности в Англию, Францию, Италию и ФРГ, потекли американские деньги. Конечно, это было обусловлено поблажками для американского бизнеса и армии, но сейчас нас больше интересуют деньги. Итак, что же сделали американцы? Для наглядности нарисуем простую картинку. Вот условный объем денег Соединенных Штатов к моменту окончания Второй мировой войны. Вот товарное обеспечение, то есть денег в Штатах было больше, чем товаров, что неудивительно для страны, которая принимала участие в боевых действиях. И тогда финансисты американские начинают думать, что им делать вот с этой лишней денежной массой, как от нее избавиться. Идеально было бы их кому-нибудь отдать в долг, под проценты, да желательно на подольше. Но не глупые европейцы на это вряд ли согласятся, и тогда американцы принимают решение дать деньги Европе просто так. Пусть европейцы работают за доллары и поднимают их стоимость. Но вы спросите, а что за выгода давать кому-то инфляционные деньги,
если эти деньги к вам же потом и вернутся, и на них в вашей стране будут куплены товары. Правильно. Поэтому эти деньги нужно либо не пускать к себе, либо пускать, но очень быстро из обращения изымать до того, как цены в магазинах повысятся. Значит, тут я показываю, да, здесь купюры, а если мы посмотрим на нее в микроскоп с специальным светом, то там очень много зашифрованных вещей, для того, чтобы нельзя было подделать и так далее. Ясно, что такой при такой технологии можно пометить любую информацию, которая интересует Федеральную резервную систему. В том числе, откуда этот доллар вообще. Зашили вот сюда знак, да? Если я с этим долларом прилетаю в Америку, они выводят его из обращения. Эта штука попадает в банк или куда-то, они говорят: о, российский. Его на приказ вывести из обращения. Это нефтедоллар. Если 80% транзакций в долларах, то там, в Вашингтоне, где главный, соответственно, центр, вы знаете всю информацию, где, что и как продается и по каким ценам. Это же замечательно. Вы же можете контролировать всю мировую торговлю в реальности. При этом вы можете одним сказать, по каким ценам происходят сделки там, в Юго-Восточной Азии, а другим не сказать. Итак, инфляционные американские деньги потекли в Европу. За 3 года сюда было безвозмездно закачано около 12 миллиардов долларов, и плюс еще 1,5 удалось впихнуть под низкие проценты. Формально реализация плана Маршалла завершилась к концу 1951 года. Но принцип, заложенный в его основу, оказался столь выгодным для Америки, что останавливаться на достигнутом было бы просто глупо. И тут мы подходим к следующему источнику благополучия Америки. Урок 4. Экспорт инфляции. Как же происходит выброс собственной инфляции на других? Для решения своих проблем американцы печатают бумажки, печатают сверхдопустимого, избыточно, выплачивают безработным, военным, да просто семьям раздают, как сделал Джордж Буш уже дважды, в 2003 и в 2008 годах, причем в последний раз в среднем по $600 на каждого американца, включая грудных младенцев. Этими деньгами правительство прокручивает экономику, а потом собирает их в виде налогов. И тут должна начаться инфляция. Но инфляция начинается не сразу, а с некоторым временным запозданием. И вот в этот момент нужно лишние деньги из оборота вынуть и кому-нибудь одолжить. Кому-то, кто не знает, что это уже не деньги, а лишняя бумага. Тогда в США останутся только доллары, обеспеченные товарами, а избыток уйдет за границу. Это и есть экспорт инфляции. Потому что количество бумажных денег вырастет в чужой стране. И не важно, что они выглядят иначе, чем местные деньги. Важно, что на них можно там что-то купить, пусть даже предварительно обменяв в эксченже. И доллары в России – это та же денежная эмиссия, только не учитываемая официальной статистикой. Да нет, лично я последствий падения особенно не замечаю. Только теперь всякие крутые ребята, если хотят блеснуть, размахивают пачками с евро, а не с долларами. Может быть, кто-то это падение почувствовал, но у меня все нормально. Ну, во-первых, работа у меня есть, у мамы тоже есть. Это главное. Сам факт падения курса доллара – это неприятно, конечно. Так что же, падение доллара никак не сказалось на вашем благосостоянии? Нет, не сказал бы. Урок 5. Финансовое управление. Эх, хорошо живут американцы. Но чтобы где-то сверх меры прибывало, где-то должно и убывать. Для экспорта американской инфляции используются различные методы. Можно, например, заслать в страну так называемых экономических экспертов, которые подкупают высших чиновников и потом дают рекомендации, что и как нужно делать. Обычно эти советы приводят в итоге к поглощению американской инфляции другими экономиками и, как следствие, к катастрофическому обрушению национальной валюты, которая, как нетрудно понять, героически прикрыла доллар, проинфлюировала вместо него, и в итоге доллар остается надежной валютой, а финансовые эксперты едут в следующую страну. Вот лишние деньги, их изымали из американского оборота, привозили в какую-нибудь республику Мумбу-Юмбу и говорили: вот смотрите, сначала в Европу, потом там, в Юго-Восточную Азию, в Африку. И вот смотрите, вот у нас доллары, это же золото.
А продайте-ка вы нам вот за эти доллары там ваше месторождение, труд ваших людей, т.д. и т.п. И продавали. Смело называем третий путь обогащения Америки – финансовое управление. Стране, которая пустила к себе доллар и девальвировала собственную валюту, предоставляются кредиты для восстановления экономики. Иногда вообще невозвратные, иногда с условием, что осваивать эти деньги, то есть получать на них заказ, будут американские компании. В этом случае деньги Америку вовсе не покидают, а просто перетекают с одного счета на другой. А страна-то, ничего не получив, уже по уши в долгах. И чем больше сумма кредитов, тем меньше шансов на то, что должник выберется из кабалы. Дело в том, что они не могут печатать намеренно такие деньги, зависит от спроса. Дело в том, для того, чтобы они могли отгрузить наличные доллары, сначала им должны загнать безналичные доллары. Они меняют безналичные на наличные. Сколько вот кому-то нужно, столько не отгрузят. Ну а спрос на наличные и безналичные доллары обеспечивают местные правительства. Такие или примерно такие схемы сработали в прошлом десятилетии в Мексике в 1994 году, и под это дело туда под проценты закачали дополнительно 40 миллиардов долларов, в Бразилии в 1998-м плюс 41,5 миллиарда, в России как минимум 5 миллиардов, в Аргентине еще 7 миллиардов, ну и, конечно, вершина финансового искусства – азиатский кризис 1997 года. Были обрушены валюты нескольких государств, и через МВФ американцы закачали в Таиланд 17 миллиардов, в Индонезию 40, в Южную Корею 57 миллиардов инфляционных долларов. Под проценты. Вот это работа, вот это размах. Урок 6. Нефть в обмен на доллары. Но экспорт инфляции – это еще не все наслаждения. Самый клев у американцев начался тогда, когда они убедили весь мир расплачиваться долларами за энергоносители. Упрощая для понимания весь этот сложный финансовый механизм, можно сказать, что с тех пор для американцев нефть, которую они покупают в других странах, стала стоить не больше, или примерно столько же, сколько стоит бумага и краска для того, чтобы напечатать новые доллары. Итак, четвертый способ обогащения – расплата долларами за нефть. Понятно, что с таким допингом американская экономика стала демонстрировать удивительное здоровье, нажитое нетрудовыми доходами. Ну, сами посудите, энергия почти бесплатна. Можно себе позволить и цены на товары держать низкие. Я более-менее всем доволен, ну, может быть, за исключением президента. Но его скоро поменяют, и когда президентом станет Барак Обама, я буду счастлив. В США уже традиционно сложились стандарты потребления, где уровень цен, национальных цен, он достаточно низкий. Потому что в течение последних десятка лет американцы во многом жили за счет дешевого китайского импорта. О, я вижу туристов, которые сюда приезжают, выгодно обменивают валюту и выходят из магазинов с большими сумками. Но для нашей экономики это только хорошо. Они же сюда свои деньги везут и доллары покупают. Ну а на вашем благосостоянии падение доллара сказывается как? Ну, что вам сказать, я немного расстроен. Наверное, это не очень хорошо. Нет, я же не путешествую сейчас, и я не чувствую этого. Посмотрим на ценники. Одежда тут стоит от 20 до 50 долларов в среднем. Автомобили люксовых брендов, в частности внедорожники от Lexus или Volvo, 43 тысячи. Как странно, а в России или в Европе за эти деньги ничего такого не купишь. Значит, доллары все-таки разные. Здесь они полновесные, а там непонятно что. Инфляционные, рубли, фунты, лиры. Тот факт, что доллар США является резервной валютой, это своего рода налог на все мировое сообщество в известной степени. И часть проблем США решает за счет других стран. Это безусловно. Весь мир, он добровольно отдался в рабство американскому доллару. Политика экспансии доллара навела американцев на мысль. Раз принимают доллар в оплату за нужные Америке товары, значит, можно включить станок и напечатать долларов много. Вот тут, как сказал бы Василий Иванович, мне карта и пошла. Но американцы понимали, что доллары на экспорт – это другая валюта. Она обращается по другим законам. Если она не отбалансирована по внутреннему рынку, это другая валюта.
По своим монетарным качествам она отличается от настоящего доллара. По скорости обращения, по отношению к американскому балансу, по товарному наполнению. Это другая валюта, хотя и выглядит так же. Поэтому, чтобы не опрокинуть свою сбалансированную систему, говоря проще, чтобы держать у себя низкие цены, нужно создать систему контроля за созданным денежным вирусом. Пусть на зараженной им территории, как температура, поднимается инфляция, а Америка ее капитализирует в виде удешевленных товаров. Там будет болезнь, а здесь здоровье. Но вирус к себе пускать нельзя. Урок 7. Почему наши олигархи не живут в США? Давайте снова посмотрим на нашу схему. Вот он, послевоенный уровень. Вот лишние деньги по отношению к товарной массе в США. Вот то, что было сброшено глупым туземцам к середине 60-х годов, 55 миллиардов долларов. А вот деньги, которые бродят по миру сегодня, по разным оценкам, от 2,5 до 3 триллионов долларов. И чтобы вся эта колоссальная денежная масса не оказалась в Соединенных Штатах Америки, у вас, во-первых, не должно возникнуть желание избавиться от долларов. Для этого ваша национальная валюта должна обесцениваться быстрее. Помните тот самый инфляционный вирус? А во-вторых, если желание возникло, то реализовать его вы должны где угодно, но только не в США. А для этого вот здесь стоит перепускной клапан в лице Федеральной резервной системы, Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований. Вы не замечали, что наши чудесным образом разбогатевшие олигархи оседают где угодно, но только не в США? Американская система очень закрыта, она напоминает советскую систему. Она очень жесткая по отношению к внутренним субъектам экономики. Она разлагает инфляцией другие страны, но антиинфляционные меры в стране очень жесткие. Терпимость к зарубежным счетам нулевая, никакая. Садят в тюрьму миллиардеров, даже не думают вообще. Просто. У меня приятель, который случайно забыл указать декларацию, что он там что-то в Китае заработал. Как миленький, имеет 2 дома в Беверли-Хиллз, сидел 4 года в тюрьме. Теперь уехал на Филиппины и сказал, что больше в Америку ни ногой. Но и это еще не все. Есть и еще одна статья дохода, которую приносит американцам доллар. США у других стран занимают настоящие деньги. Для этого всего-то нужно, чтобы вы думали, что вас не обманут. Как только вы так подумали, вы идете на биржу, покупаете доллары и за доллары приобретаете ценные бумаги Федерального резерва США. Процент невысок, но зато какая надежность. Урок 8. Как занять и не отдавать. Общее место, что и говорить, но в нашем фильме без него не обойтись, вы уж простите. Это сумма американского государственного долга. На каждую семью здесь приходится уже почти 100 тысяч. Но что-то я не вижу озабоченности на лицах прохожих. Похоже, деньги просто никто не собирается возвращать. В самом деле, чтобы вы задумались о долге, его должен кто-то востребовать. Но сегодня в приличном обществе не принято вспоминать об американском внешнем долге. Некому предъявлять. Руководство этих стран с ними руки моет, понимаете? Они с ними в доле. Они я же еще раз говорю, Алибаба сидит на заправке, разводит бензин, понижает октановое число. А они стоят на кране, разливают. Но они вместе партнерят. Они на этом делают деньги. Американцы свои, олигархи с руководством делают свои. В октябре Конгресс снова одобрил законопроект, который разрешает правительству занимать еще денег. До этого можно было не больше 8 триллионов 965 миллиардов, а теперь можно еще около триллиона занять. 9 815. Ну а как? Жить на что-то надо. Не так плохо, как могло бы быть. Конечно, катимся по наклонной, но бывает хуже. Правда, раньше было гораздо лучше, но мы не жалуемся. То есть спад есть, но не так уж плохо. Не так плохо. Урок 9. Выйдет ли Америка сухой из воды? Но давайте на минутку представим, что в один прекрасный день кто-то очень большой, не российский олигарх, а Китай, например, предъявит бумаги к оплате. Мол, обеспечьте акциями или товаром ваши ценные бумаги. Что тогда будет?
Это были бы очень большие проблемы для США и, как ни странно, для тех стран, которые пытаются освободиться от долларов. Это означает, что будет дефолт США. Вот, безусловно, будет дефолт, будет предъявлено, потому что это триллионы долларов. Но страны этого делать не будут, потому что эти бумаги резко обесценятся. И сейчас как бы японцы, китайцы, да и россияне тоже держат государственные ценные бумаги США и, в принципе, как бы не знают, что с ними делать. Почему? Потому что если они будут предъявлять их, от них освобождаться, это приведет к тому, что их цена резко упадет, они будут фиксировать убыль. Что касается долга, то выбор по большому счету таков. Или затянуть на американских гражданах пояс потуже и расплачиваться, или по-прежнему жить на широкую ногу, что с политической точки зрения гораздо более приемлемо, и попросить весь остальной мир заплатить за это. Если бы вы были американским политиком, как бы вы поступили? Мне вообще отлично живется. Я работаю, вокруг полно людей, настроение отличное. Да мне лучше всех. Американцам, да уже не только американцам, а всем, кто пустил к себе доллар, выгодно, чтобы в это казино заходили все новые игроки. Чтобы было кому впарить доллары. Как вы думаете, что американцы первым делом привезли в Ирак и в Афганистан после оккупации? Продовольствие? Гуманитарную помощь? Средства производства? Они привезли туда доллары. Количество их так велико, что с 2005 года казначейство США уже засекретило данные о долларовой эмиссии. Мне и самому любопытно, почему, когда правительство и центральные банки других стран предпочитают быть прозрачными, Федеральный резерв вдруг перестает публиковать отчеты о своих действиях. Теперь нужно заходить на специальный сайт Федеральной резервной системы в Сент-Луисе, чтобы хоть приблизительно узнать эти цифры. Американские финансисты понимают, что играют по кругу. Но они не могут проиграть, потому что они держат это казино. Сегодня они обесценивают доллар, но не свой, со своим все в порядке, смотрите ценники, а наш. По отношению к евро доллар уже в 1,5 раза упал. Это значит, что сбережения нашего государства, которые мы держали в американских ценных бумагах, обесценились в половину. Это значит, что ваша личная заначка в долларах тоже обесценилась в половину. И как только вы решились обменять их на евро в обменнике, вы проинфлюировали на 50% за великий американский народ. А в Америке все нормально. И даже если завтра американцы решат поднять доллар, вы опять будете в минусе. Как только вы связались с долларом, вы вошли в казино, и вам не выиграть. Выиграет казино. Постскриптум. А что там с нашими идеальными работниками? Они недолго продержались. Однажды к ним пришел хорошо одетый человек и поговорил с каждым в отдельности. Крестьянам он объяснил, что доверять кузнецу нельзя, что тот, мол, может начеканить себе монет втайне от других. А кузнецу сказал, что гораздо лучше будет передать за хорошее вознаграждение эту тяжелую обязанность делать деньги. С тех пор прошло почти 100 лет, и работники, сами того не понимая, давно уже трудятся на хорошо одетого дядю. У них был вот остров. Они пустили на этот остров неких ребят, которые им платили колоссальную арендную плату. И даже дали им разрешение им за это печатать свою валюту. Еще раз повторяю, ФРС – это частная структура, созданная в 1913 году. Кстати, эти ребята пытались в Соединенных Штатах Америки эту структуру частную, частный центральный банк, сделать, по крайней мере, 3 раза.
Был первый американский банк, был второй американский банк еще в XIX веке. А в результате для того, чтобы сделать ФРС, было убито, по крайней мере, 3 американских президента. Был убит Маккинли, был убит Кулидж и был убит Линкольн, Авраам. Авраама Линкольна убили вовсе не за негров. Его убили за то, что он отобрал у американских частных банков основной их источник дохода. В 1913 году 4 банкирских дома – Рокфеллеры, Морганы, Варбурги и Ротшильды – правдами и неправдами протащили в Конгрессе акт Федерального резерва. Вудро Вильсон, подписавший этот закон, стал президентом благодаря тому, что его избирательную кампанию финансировали те самые банкирские дома. Таким образом, был осуществлен гениальный и грандиозный по своим последствиям план. Организованная по принципам частной корпорации структура обосновалась на некой закрытой территории и получила законное и эксклюзивное право печатать деньги и давать их стране, а затем и всему миру, под процент. Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы. Ротшильд. Я обожаю Америку. Это молодая, умная и сильная страна. Да, она играет жестко, но она этого не скрывает. Правда, как на любую силу находится другая сила, так и в финансах. Найдется кто-то, кто жестко сыграет с Америкой. Думаете, нереально? С другой стороны, нет такой науки экономика, есть наука математика. И нам нужно всего-то научиться считать. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Александр Сергеевич Пушкин. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. То, что нас можно обманывать снова и снова, внушает мне оптимизм. Станислав Ежелец. Должен сказать, что при таких золотовалютных резервах страны курс, конечно же, будет стабильный. Мы считаем, что даже при низких ценах на нефть, которые мы наблюдаем сегодня, никаких оснований для девальвации нет. Девальвации не будет, как бы этого кто-то, может быть, и не хотел. Вся эта система присвоения мирового эмиссионного дохода американцами, точнее Федеральной резервной системы США, может существовать только за счет таких, как мы. То есть на самом деле ваши сбережения шли на финансирование Америки и других стран с дефицитом бюджета, а потом эти деньги возвращались обратно к вам, понимаете? Получается, что деньги, выпущенные от имени всей страны, оказываются перекачанными от всей страны, от 90% фактически, к этим 10%. Кто свидетель? Я? А что случилось? Что?
Урок первый. Для свидетелей. Ну, то, о чем так долго говорили большевики, оно случилось. Модель, которая получила название Рейганомика, про которую изначально было понятно, что она ограничена во времени, эта модель закончила свое существование. Чтобы понять, почему система закончила свое существование, неплохо бы знать, как она его начинала. А было это еще в 80-е годы, когда Соединенные Штаты запустили новую технологическую волну, интернет, компьютеры и так далее. И под этот товар им просто нужен был платежеспособный спрос. Банкирам только того и нужно. По сути, Федеральный резерв стал имитировать деньги для кредитования населения. И все бы хорошо, одна проблема. Кредиты рано или поздно нужно отдавать. То, что произошло, это крушение долговых пирамид. Бум недвижимости, бум рынка ценных бумаг, бум потребления были завязаны на долговых обязательствах. И вся эта система рухнула, как карточный домик. Система держалась на том, что вы могли все время увеличивать объем кредита под спрос из-за того, что цена его все время падала. Все, больше падать некуда. Непонятно? Тогда еще раз. Итак, 80-е годы, я банкир, мне нужно, чтобы вы заняли у меня денег. Я использую ваше желание купить компьютер. Вы занимаете, покупаете, а когда приходит пора расплаты, я даю вам новый кредит, но уже дешевле, чтобы вы расплатились по-старому и купили бы новый товар. Стоимость кредита в США проще всего оценить учетной ставкой Федеральной резервной системы США. В 1981 году, когда Пол Волкер боролся с инфляцией, ставка была самая высокая исторически, 18%. И завершилось это все осенью прошлого года, когда учетная ставка стала равна нулю. Система закончена. В общем, все так же. Живем потихоньку. Всегда были места, где можно купить дешевле, но теперь об этом задумываешься по-настоящему. Надо уметь осмотрительно тратить, выбирать самые дешевые магазины. Что касается магазинов, то я сама там работаю, и мы стараемся чаще устраивать распродажи, чтобы привлечь покупателей. Но сейчас это стало сложнее. Таких дешевых распродаж никогда не было. В общем, не жалуемся, хотя наше поколение, наверное, более консервативно. Просто мы не знаем, что нас ждет завтра, так что приходится быть осторожными. Система, которая и сегодня позволяет американцам неплохо себя чувствовать, продержалась четверть века. Здесь как с любой пирамидой. Чем больше участников, тем лучше. Частные банкиры из Федерального резерва плодили должников, поскольку вернуть им деньги с процентами можно только в одном случае, взяв у них же новый кредит. И в итоге на долларовый кредит оказалась завязана почти вся мировая экономика. Предмет для беспокойства, сумеем ли мы возобновить предоставление кредитов в стране. В противном случае оздоровление экономики будет задушено, прежде чем начнется. Кредитные потоки – это кровеносная система. От возможности получить ссуду зависят все приобретения, от дома и автомобиля до обучения в колледже. За счет займов магазины заполняют свои полки, фермеры закупают оборудование, компании платят зарплату. Но кредит прекратил работать так, как он должен работать. Он имеет в виду вот что. Поскольку начался кризис и появилось очень много банкротов, люди не могут платить, то банки не выдают даже, грубо говоря, нормальную норму кредита. То есть падение происходит очень быстро. Это понятно, потому что банк, он понимает, что ему не вернут. И что он хочет? Он говорит, хорошо, тогда давайте риски в кредит заложим. Но если заложить риск невозврата в кредит, то получается ставка не 3%, не 5%, а 15%, а то и 20%. Под такой процент никто не берет. И Обама-то имеет в виду сделать так, чтобы ставка опустилась. Вот эту вот рисковую надбавку как-то убрать. Например, выдавая банкам практически бесплатные государственные деньги. Американцы не могут остановить свой печатный станок. В этом году они доходят до рекордной отметки эмиссии под дефицит бюджета, который сводится с сальдо минус $1 триллион. Но этот дефицит, как вы понимаете, кто-то должен оплатить.
Заставить платить американцев банкиры не могут, иначе они всю ФРС по косточкам разнесут. Европейцы платить не будут, у них уже давно своя валюта. Тогда кто? Всегда кто-то платит. Народная мудрость. Урок 2. Кто платит? Или сказка про кастрюлю. Прошел год. Национальный долг Соединенных Штатов за это время вырос с 9 до почти 11 триллионов долларов. То есть, по сути, Федеральный резерв напечатал еще 2 триллиона ничем не обеспеченных денег. Казалось бы, безумие. Доллар должен рухнуть, но он растет. И мы с вами готовы менять наши рубли на ничем не обеспеченные бумажки. Но как американцы сумели этого достигнуть? Как они сделали так, что доллар стал всем выгоден? А может быть, мы это сделали сами? Конечно, вся эта система присвоения мирового эмиссионного дохода американцами, точнее Федеральной резервной системой США, может существовать только за счет таких, как мы, которые покупаются на рассуждения доморощенных монетаристов, хорошо поддерживаемых за рубежом, и для которых вера в доллар это святее, чем, так сказать, Библия и все прочее. У нас действительно в стране есть группа влиятельных людей, связанных с экономикой, которые свято верят в доллар. Вот эта иррациональная вера в доллар меня всегда поражала. У вас были миллионные резервы еще до кризиса. Да, огромные резервы. Что с ним произошло? Вы поддерживали финансовую систему США, сдерживая большой дефицит американского бюджета. Вы финансируете дефицит в Америке. И пирамида продолжается. Продолжаются займы. Так вы используете свои сбережения. Почему свои сбережения вы вкладываете в Америку? Потому что в России банки и финансовый рынок не развиты. Лежит Иван на печи. Надоело. Решил делом заняться, наладить производство. Чего производить? Ну да хоть кастрюлю. Составил бизнес-план, приходит в банк за кредитом, а ему говорят: Ваня, в стране инфляция 13%. Чтобы мне банкиру концы с концами свести меньше, чем под 15, кредит тебе не дам. Нет, слишком, подумал Иван. Мне ж тогда нужно 25-30% отбивать. Это ж кастрюли, не наркотики. Ну его этот бизнес, пойду дальше на печи лежать. Но тут подходит к Ване другой банкир. Бери, говорит, у меня деньги, всего под 2%. Как под 2? А так, мне важно, Ваня, чтоб ты работал за доллары, а не груши околачивал. На том и порешили. Занимать в долларах дешевле, чем в рублях. Это проблема, что российские компании и банки могут занимать в долларах. В других странах, как Венгрия, Латвия, Болгария, там дела еще хуже. Но, конечно, это большая проблема российских компаний и банков, что они занимали в долларах. Считаю, что это наша общая недоработка, общий недостаток модели экономического роста, который твердился у нас в стране. То есть рост был основан не на мобилизации внутренних сбережений и превращении их в инвестиции долгосрочные, а это можно сделать только на основе контроля инфляции полного и обеспечения стабильности делового планирования в стране, а на основе того, что заграничные сбережения превращались в инвестиции в нашей стране. Безусловно, такое устройство не может считаться стопроцентно надежным. Порочный круг, который образовался вследствие грубейших стратегических ошибок в денежной политике. Первая ошибка заключалась в том, что эмиссия рублей была целиком привязана к иностранной валюте. Эту валюту можно было получить на рынке, продав сырье, или взяв в кредит, или привлекая иностранных инвесторов. Тем самым вся наша экономика развивалась в том направлении, который был нужен внешним источником спроса либо на российское сырье, либо внешним источником предложения кредита. В конечном счете все это концентрировалось в двух секторах. Это экспорт сырья и торговля импортом. Но наш Ваня сырье за границу не гонит, а торговать импортом считает ниже собственного достоинства. И поэтому он взял деньги у американского банкира и поменял их на рубли по курсу 1 к 25.
Он пришел к Дерипаски и Чубайсу и купил у них алюминий и электроэнергию за 125 рублей. Он оставил 100 рублей на зарплату своим сотрудникам и 25 на покрытие взятого кредита. Таким образом, себестоимость Ваниной кастрюли 250 рублей. В то же самое время американский Ваня Джон тратит на алюминий и электроэнергию $5. $4 он вставляет на зарплату своим сотрудникам и $1 на покрытие взятого кредита. Себестоимость его кастрюли в Америке $10. Но когда он эту кастрюлю гонит в Россию, он тратит на доставку и таможню. Получается $12, то есть 300 рублей. Сравниваем 250 и 300. Ване можно работать. И когда приходит пора расплачиваться по кредиту, Ваня меняет часть выручки на американские доллары и переправляет американскому банкиру. Но дело в том, что за год курс доллара снизился, и Ваня поменял 1 к 23. То есть фактически он кредит-то взял бесплатно. Хорошо, когда рубль сильный. Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории. Гегель. Урок 3. Курс рубля. Мы считаем, что даже при низких ценах на нефть, которые мы наблюдаем сегодня, никаких оснований для девальвации нет. Девальвации не будет, как бы этого кто-то, может быть, и не хотел. И Центральный банк полностью держит под контролем ситуацию на валютном рынке. Что делает предприниматель, слыша такие заявления? Он начинает строить бизнес в расчете на сильный рубль. И финансовые власти обязаны, по Конституции обязаны поддерживать стабильность такого рубля. Поэтому наш Иван ведет дела, исходя из того, что Минфин и Центробанк должны его защищать. Вот и думает Ваня, а чего бы мне производство не расширить? Пошел снова к банкиру, только не к нашему, а к американскому. Дай, говорит, еще денег. Какой разговор? Бери. И набрал Ваня денег столько, сколько унести смог. Поменял их на рубли, расширил бизнес, поднял зарплату. Все отлично. Но тут вдруг наш банкир объявляет, рубль теперь будет в половину дешевле доллара стоить. Как так? А так. Тенденция мировая. Мы все должны быть готовы к тому, что соотношение рубля и доллара выражает фундаментальные некоторые обстоятельства, которые сказаны на глобальных финансовых рынках. Конституция Российской Федерации. Статья 75. Пункт 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. В России фактически в рамках антикризисных мер произошла спекулятивная атака против рубля за государственный же счет. И единственным эффектом стало снижение курса рубля, сокращение валютных резервов на 200 миллиардов долларов и обогащение небольшой группы банкиров примерно, по моим оценкам, на 1,5 триллиона рублей. Что делать законом там, где царствуют деньги? Петроний. Доверчивый и законопослушный Ваня работает в России, а значит в рубле. Но кредит взял в долларах, поскольку рублевый кредит слишком дорог. Наш Центральный банк как будто специально толкал предпринимателей в долларовую зону. И что же получилось после обвала рубля? Ух, мать честная, а как же мне кредит отдавать? Мне ж теперь выручки не хватит, чтобы по новой цене долларов купить. Приходит к иностранному банкиру. Дай, говорит, срок, все отдам, но не сейчас. А тот ему: я благотворительностью не занимаюсь, и так под 2% тебе давал, бери где хошь или по миру пущу. Выходит Иван, голову повесил. Тут наш подскакивает: ничего, Ваня, мы тебе в честь кризиса рублей дадим не под 15, а под 13%. Рассчитаешься, а там видно будет. Кроме того, новый валютный курс для тебя выгода сплошная. От конкурентов избавишься. Это, конечно, полезно для экспортеров,
позволяет некоторым нашим производствам сохранить лучшую конкурентоспособность, импортозамещение, поощрение экспорта. С точки зрения экономики это бред. С точки зрения политики ситуация совершенно естественная. Они же не могут признаться, что они 8 лет дурили руководство государства и все общество. И занимались совершенно вредительской политикой, разрушая отечественную экономику. Поэтому они продолжают тупо говорить одно и то же. Между прочим, уже не первый раз. Эти же люди в 96-98 годах точно так же говорили, что дефолта быть не может. Эти же люди, те же самые. Должен сказать, что при таких золотовалютных резервах страны курс, конечно же, будет стабильный. У нас валюты 540 миллиардов долларов достаточно для того, чтобы удовлетворить любые запросы. Но наш Ваня думал, что 98-й год повториться не может. Экономика-то на подъеме, и резервов у страны достаточно. Для чего же мы их копили? Чтобы рубль был стабильным. А получилось, как всегда. За все должен Ваня заплатить. Делать нечего. Взял рубли, тут же их по новому курсу на доллары поменял и американскому дяде отправил. Выручки почти не осталось, а проценты по новому кредиту так и капают. И вот теперь, чтобы уже с рублевыми долгами расплатиться, а Ваня взял их под 13%, если помните, Иван взял за работу еще активнее. Ведь и наш банкир говорит, что новый курс 1 к 35 для него гораздо выгоднее, конкуренту идет. Что ж, чуть позже мы это проверим. Далее. Кто нажился на антикризисных мерах? Как Минфин и Центробанк выходят сухими из воды? Смотрите сразу после рекламы. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Ильф и Петров, «Золотой теленок». Never waste a good crisis. Глупо пропустить хороший кризис. Банкирская мудрость. Урок 4. Кто нажился? У нас сырьевая специализация экспорта. Это означает, что от девальвации рубля выиграли прежде всего те же самые экспортеры нефти, газа, алюминия, металлов. И они-то и были главные лоббисты девальвации рубля. Это они бегали по всем коридорам власти и кричали: давай девальвировать рубль. Потом банкиры поняли, что это им тоже выгодно. И в итоге сложилось очень мощное лобби сырьевиков и банкиров, которые продавили девальвацию рубля в собственных интересах. Москва, 30 января, РИА Новости. Банк России предложит банкам на беззалоговых аукционах 25 миллиардов рублей на 3 месяца и еще 25 миллиардов рублей на 5 недель. Как сообщалось ранее, в настоящее время ЦБ разместил в банках кредитов без обеспечения на 1,8 триллиона рублей. Это было ошибкой. Это было ошибкой. Рублевая масса из бюджета поступает в банки, которые используют ее для спекуляций против рубля. Нет, банкирам хорошо, если государство дает вам свободные деньги. Вы можете либо с большим трудом инвестировать их в рискованный рынок с небольшой отдачей, либо вы можете направлять их на иностранный валютный рынок, покупая доллары, и падение рубля будет давать вам около 60% ежегодно на те деньги, которые вы свободно получили от правительства. Это же замечательно. Это замечательно. Именно это банкиры и делали. Было ошибкой предоставлять деньги банкам без очень четкой регламентации того, что они будут делать с этими деньгами. То есть Центральный банк эмитирует деньги, рубли, якобы для того, чтобы провести монетизацию экономику и дать деньги реальному сектору. Банки, получая эти кредитные ресурсы, вместо того, чтобы дать их реальному сектору, меняют их на валюту, которую покупает у самого же Центрального банка в конечном счете, и снижается тем самым наши валютные резервы. То есть Центральный банк инвестиционный напечатал рубли, чтобы коммерческие банки у него выкупили валютные резервы и на этом деле обогатились. Имитируя деньги, они же фактически обкладывают всю страну так называемым эмиссионным налогом. Если у вас 100 рублей в кармане, а я напечатал 10 рублей и выпускаю в экономику, как только эти деньги начнут работать, ваша покупательная способность ваших денег в кармане, не спрашивая вас,
уменьшится на 10%. Если я это делаю в каком-то смысле для всех, имитировал и построил там, я не знаю, вокзалы отремонтировал, аэродромы, дороги построил, это понятно. Но они делают что? Они все эти имитированные деньги, которые имитируются за счет всего и всей страны, платят тем, у кого валюта. А валюта в стране зарабатывается 1% населения. Вокруг них небольшая лужица растекается. Его садовник, его водитель, его обслуживающий персонал, небольшая лужица вокруг растекается. Также те, которые, значит, поставляют ему какую-то продукцию, узкая некая сфера. Значит, получается, что, ну, допустим, на 10% это растекается. Значит, получается, что деньги, выпущенные от имени всей страны, оказываются перекачанными от всей страны, от 90% фактически, к этим 10%. Абсолютно нетерпимая ситуация. И нас уверяют в том, что мы от них кормимся. 26 февраля, РИА Новости. Российские нефтяники из-за ослабления национальной валюты получат в 2009 году дополнительный доход в размере 800 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин. Вся страна уверена, что мы живем за счет доходов от экспорта сырьевых ресурсов, в частности, большей частью нефти и газа, и металлов и так далее. Я утверждаю, что это неправда. Значит, сверхдоходы в этих сферах искусственно сконструированы нашими денежными финансовыми властями, в частности, Центробанком и с ним сотрудничающим Минфином. Колонии не перестают быть колониями от того, что они обрели независимость. Бенджамин Дизраэли. Урок 5. Колониальные истории. Изменение, ослабление укрепления курса связано с состоянием платежного баланса. Если платежный баланс ослабевает, уменьшается, то больше оснований для того, чтобы тратились резервы, а следовательно для того, чтобы изменились курсовые соотношения в сторону снижения курса национальной валюты. Падение цен на нефть не является оправданием для девальвации рубля, потому что торговый-то баланс все равно был сведен с плюсом. Поэтому, если говорить о том, зачем нам нужны были такие большие валютные резервы и стабилизационный фонд, как раз они были нужны, чтобы держать стабильный курс в ситуации резких флуктуаций на мировом рынке. А так в чем же наше преимущество? Мы уронили валюту. Мы фактически тем самым подорвали доверие к стране, к государству, собственной финансовой системе. Ведь пострадали те, кто государству верил. Возвращаемся к нашим кастрюлям. Курс доллара теперь 1 к 35. На Америке это никак не сказалось. Джон как платил за сырье $5, так и платит. $4 оставляет на зарплату сотрудникам, 1 оставляет на покрытие кредита, себестоимость $10, отправляет кастрюлю в Россию и получается 12, то есть 420 рублей. За эти деньги кастрюля никому не нужна, Джон с нашего рынка уходит. А что же Ваня? Он приходит к Дерипаске и Чубайсу за сырьем. А те говорят ему: ты знаешь, Ваня, мы ведь часть мировой экономики, мы наше сырье продаем за валюту. Поэтому будь добр, заплати нам 5 умножить на 35 равно 175 рублей. Ваня теперь не может поднять зарплату своим сотрудникам. Остаются те же 100 рублей, потому что выплаты по кредиту увеличились – 75 рублей. И себестоимость Ваниной кастрюли – 350 рублей. Скажите, кто-то из вас готов заплатить за Ванину кастрюлю на 40% больше? Может быть, кого-то подняли зарплату на 40%? Нет? Значит, вы не купите Ванину кастрюлю, и Ваня разорится. Ну, а по прошествии лет 5, когда ваша нынешняя кастрюля прохудится, а Вани-то на рынке уже нет, вы будете просто вынуждены купить кастрюлю Джона по цене 420 рублей. В результате этого не могут работать перерабатывающие отрасли, а также те отрасли, которые предоставляют сложные услуги, например, авиаперевозки. У них, значит, в авиаперевозках в билете
российском авиабилете сейчас уже стоимость керосина составляет 70%, в то время как во Франции, не производящей ни капли собственной нефти и покупающей ее на мировом рынке, стоимость авиакеросина составляет лишь 20%. И так во всем остальном. Зачем так сделал Центральный банк? Зачем он устроил плавную девальвацию? Чтобы все поняли, что лучший бизнес – это менять рубли на доллары и на евро. Остановилось все. Все предприятия, все свои оборотные средства переводят в валюту. Конституция Российской Федерации, статья 75, пункт 1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Россия на долларизации экономики потеряла 100 миллиардов долларов. Это чистых потерь, так сказать, по использованию доллара во внутреннем обороте. Плюс к этому следует добавить вывоз капитала, который стал следствием этой политики, примерно $500 триллиона долларов. То есть в общей сложности чистые потери России от привязки к американскому печатному станку составляют сегодня около $1 триллиона долларов. Это колоссальная величина. Население вправе распоряжаться своими доходами, вправе распоряжаться своими активами и накоплениями. Другое дело, что меня, конечно, удивляет, вот как человек меня удивляет то внимание избыточное, которое люди наши на бытовом уровне уделяют к курсовым соотношениям. Люди, которые получают свои доходы в рублях, которые тратят их в рублях, какая им разница? Люди до конца этого не понимают, глубинных механизмов, что произойдет, но они понимают, что за этим последует увеличение цен на рынке на продукцию, еще большее сужение отечественной продукции на рынке, значит закрытие тех предприятий, которые это производят, закрытие промежуточных наших предприятий в силу того, что сырьевая составляющая у нас относительно значит, стоимости конечной продукции станет еще больше, что разрушительный процесс добьет окончательно российскую экономику. Ну, во-первых, мне пришлось уволиться с работы, а у мужа сокращение на работе, сына тоже сократили, поэтому я считаю, что очень даже повлиял. Во-первых, коммунальные услуги, конечно, выросли, вот, и это непомерно, конечно, для пенсионеров. На самом деле, то, что обычно покупает каждый человек, там сметана, молоко, сыр, они выросли, ну не в разы, но, по крайней мере, процентов на 50 выросли точно. Молоко, масло подсолнечное, яйца, ну вы посмотрите, все абсолютно, хлеб, все увеличилось в цене, крупы тоже повысились в цене, так что очень не очень в нашей стране что-то. В консерватории надо что-то подправить. Нельзя назначать бухгалтера антикризисным менеджером. Это экономическая проблема, а не финансовая. Прежде всего нужно сделать Центральный банк. Центральный банк меньше, потому что он определяет кредитно-денежную политику. Нужно Минфин-то точно. Нужно сделать бухгалтерию, которая вообще не влияет на экономическую политику. Сегодня экономическую политику в России определяет Минфин, то есть бухгалтер. Предприятие, которым руководит главный бухгалтер, обречено. Далее. Почему не падает доллар? Почему мы до сих пор не продаем наше сырье за рубли? Есть ли у рубля шанс стать мировой резервной валютой? Смотрите сразу после рекламы. Вообразите фальшивую золотую монету в 10 франков. Ее истинная цена каких-нибудь 2 су. Она будет стоить 10 франков, пока не узнают, что она фальшива. Анре Жид. Урок 6. Почему не падает доллар? Теоретически доллар должен падать. Но поскольку США пока все-таки самая сильная экономика в мире, то все остальные, кто туда что-то продает, тоже начинают падать. Сейчас в финансовом мире определяются правила игры на будущее. Идет пересмотр роли основных резервных валют. И мы просто обязаны этим воспользоваться и предпринять ряд действий, направленных на достижение заявленной президентом долгосрочной цели – стать одним из крупнейших мировых финансовых центров, привлекательность которого была бы основана в том числе и на стабильности российской национальной валюты. Надо стимулировать переход на оплату в рублях при экспорте сырья. В частности, нужно запустить биржевую торговлю соответствующими товарами, предусмотрев расчеты по новым контрактам исключительно в нашей национальной валюте.
Дайте мне 10 миллионов долларов, и я провалю принятие любой поправки к Конституции. Франклин Рузвельт. Упорное нежелание наших монополий продавать сырье за рубли связано, с моей точки зрения, не столько с техническими проблемами, которые решаются достаточно легко, просто переписываются контракты, сколько со скрытой мотивацией сырьевиков. Ни для кого не секрет, что расчеты по экспорту российского сырья очень часто ведутся через офшорные компании. Это было уже предметом многих скандалов, когда, скажем, нефть продается внутри России как скважинная жидкость под символическую цену, и практически налоги не уплачиваются с доходов. А потом некое предприятие, рога и копыта, зарегистрированное то ли на Кипре, то ли на Багамских островах, перепродает эту нефть уже по реальной цене. И использование этих офшорных механизмов позволяло недобросовестным продавцам присваивать себе огромную часть валютной выручки. Трудно сказать, какую, но я думаю, что где-то от 20 до 30% валютной выручки от экспорта российского сырья уходило из-под российской юрисдикции, из-под контроля налоговых служб через офшорные зоны, через использование фирм-посредников в этих офшорных зонах. Поэтому, когда сырьевикам говорят, что, господа, давайте-ка переходите на рубли, это означает, что больше механизмы такого увода валютной выручки от контроля наших фискальных органов они реализовать не смогут. Если расчеты идут в рублях, значит все открыто для наших денежных властей и контролирующих органов. Экономическая модель нашего общества сегодня представляет собой примерно следующее. Хорошо живут те, кто продает за границу сырье и получает за это доллары или евро. На каждой следующей ступени передела продукции из-за валютной политики и чиновничьих поборов выгода уменьшается. А каждая следующая после сырья ступень передела – это и есть наша с вами занятость. Это Ванины кастрюли, это Сережины автомобили, это Сашины самолеты и космические корабли. Вот здесь все мы с вами включаемся в работу. И если это невыгодно, значит в нашей стране кроме сырьевиков никто и не нужен. Но должно-то быть все с точностью до наоборот. Вот здесь, в сырье, выгода минимальна. Сделал кастрюли – получил больше. Сделал космические корабли – и выгода должна быть максимальна. И вот в этой модели все слои нашего общества, то есть мы с вами, вдруг становимся нужны. Россия должна для себя определить и выстроить экономическую модель, в рамках которой она будет существовать в мире. До сих пор эта модель, это была модель Маргарет Тэтчер, которую она сформулировала еще в 80-е годы, что Россия – это труба и пара десятков миллионов человек, которые ее обслуживают. Вот мы шли в этом направлении. Вот. Ни одного человека в России эта модель, ну, кроме, может быть, тех, кто получает за эту модель деньги, эта модель не устраивает. Но альтернативной модели сегодня нету. Ее никто не обсуждает. Вот те люди, которые делают бизнес на перераспределении эмиссионных денег, они пока не готовы расстаться с этим механизмом и со своей властью. Это их власть. Если этот механизм исчезнет, они лишатся власти. А от того, что они ничего не производят, они ничего там не пашут, не сеют, не строят, они исключительно делят напечатанные деньги. Так вот, у них пока достаточно силы для того, чтобы заблокировать тему, какой должна быть модель экономики в будущем. Я не приемлю будущее, в котором рабочие места и промышленность завтрашнего дня пускают корни за пределами нашей страны. И я знаю, что вы его тоже не приемлете. Для Америки настало время вернуть себе лидерство. Если бы я был гражданином России, я хотел бы видеть политику, направленную на укрепление рубля. Я хотел бы видеть, что банки реально работают на свои деньги, вместо получения свободных денег от государства, при огромной разнице между тем, что они сами вкладывают и что отдают.
Я думаю, что если и есть урок, который можно вынести из этого кризиса, то он таков. Россия должна развивать свой внутренний банковский и финансовый рынки. Иметь большой, оживленный рынок. У вас в России есть сбережения. Вы не должны переводить их в доллары в Америку. Вы можете оставлять их в рублях в России. Но для этого вся система финансового регулирования должна стать гораздо более эффективной. Иначе Россия никогда не станет крупным финансовым центром и будет не в состоянии через 5 лет, 10 лет, 15 не допустить нового кризиса, подобного нынешнему. Финансовые кризисы – не что иное, как правильные поршневые удары, которыми крупный капитал высасывает коллективный излишек заработка нации, сосредоточивая его в своем бассейне. Макс Нордау. Урок 7. Диагноз. Саммит G20 в Вашингтоне. Собрались лидеры мировой экономики. Что они делают? Обсуждают проблемы мировой экономики. Консилиум у постели больной мировой экономики. Что первое, что должен сделать консилиум? Он должен поставить диагноз. И что мы видим в итоговом документе? Про диагноз не сказано ни слова. Сказано, мы лечили больного, дали ему 1,5 килограмма таблеток. В дальнейшем мы собираемся дать ему еще 5 килограммов. Какие таблетки? Для чего таблетки? Почему они в плюс, они в минус? Может быть, их не нужно давать? Ничего нет, пусто. Одна единственная вещь, там была сказана прямо, не допустить закрытия свободного перетока валюты. Открытые финансовые рынки. Почему? Это как раз понятно. Чтобы на каждый напечатанный ФРС доллар можно было купить любую вещь в любой части света. Это понятно. Вот это эти ребята своего добились. Но диагноза они не поставят. Очевидно, что мир стоит на пороге поливалютной системы. И самое досадное, что мы за последние 4 месяца потеряли почти наполовину, потеряли уникальный шанс делать российский рубль частью этой поливалютной мировой системы. Еще есть, на самом деле, возможности вернуться к этой теме, но до кризиса могли бы это сделать легко. Не допустить. Вот сейчас они ждут чуда. Вот, знаете, раньше они считали, что они что-то сделают. Уже понятно, что они сделать ничего не могут. Сейчас они ждут чуда. Ну, мало ли что, ну, там, вулкан взорвется, метеорит. Вы представляете, что завтра там Мексиканский залив, как это было там 20 миллионов лет назад, ворвется метеорит и уничтожит половину мировой экономики. И тогда можно будет начинать снова. Когда финансовая пирамида захлебывается, ее хозяевам не остается ничего лучше, как поссориться с государством. Именно так в свое время поступили владельцы МММ. Но если финансовая пирамида над государствами, с кем ссориться? Владельцам Федерального резерва уже недостаточно просто обрушить рубль, гривну и даже фунт стерлингов. Им нужен конфликт посерьезнее. Война бы помогла, но с кем воевать? Все за доллар. Остается ждать глобальную катастрофу или инспирировать ее с тем, чтобы начать все заново. Ну, а что же мы? Будем на все это смотреть и накапливать стабилизационный фонд продовольствия? Или подумаем, наконец, над тем, как нам жить без доллара, с рублем? Постскриптум. Москва, 20 мая. Интерфакс. Центральный банк России за неполные 4 месяца купил на валютном рынке 20 миллиардов долларов, имитировав под это 700 миллиардов рублей. Иначе говоря, Центробанк поддерживает валюту иностранного государства и уменьшает покупательную способность рубля. Наш бензин снова разбавляют ослиной мочой. You
Добрый вечер, в эфире программа «Разговор без правил». С вами сегодня Митя Леонтьев, в связи с тем, что Никита Белоголовцев чуть-чуть болеет. Вот. А сегодня у нас в гостях Андрей Годзинский, финансист, президент Центра «Другие реформы». Здравствуйте, Андрей. Вот. И сегодня мы будем говорить о рубле, о конвертируемости рубля, болезненная довольно-таки тема для всех. И вы хотели начать с цитаты, как я понимаю. Да, я принес с собой такую веселую книжку, называется «Азбука для взрослых». В 98 году, после кризиса, дефолта 98 года, такая была группа активистов. Туда входили Андрей Разбаш, Лёва Новожонов. Какая-то целевая аудитория вот такой. Да, целевая аудитория — это вся Дума, все правительство. Ага. А потом продавалась она в 25 тысяч экземпляров, в Доме книги она продавалась. Значит, это программа несуществующей партии. На выборы в Думу в 99 году. Мы ее сделали в виде азбуки, вот такой смешной. Если можно показать. Значит, там под каждой буквой есть своя статья. Вот, я просто прочитаю. На экономические темы. Да, поскольку у нас сегодня речь о рубле, и сегодня некоторые вещи более очевидны, чем тогда, 10 лет назад, да, поэтому я бы позволил себе цитату, которая откроет нашу дискуссию по рублю. Глава называется «Идиот». Да. Цитирую. Давайте вообразим себе ситуацию, при которой доллар не просто перестанет быть нужен в России для расчетов и накоплений, а гораздо выгоднее будет избавляться от него поскорее. Ситуация это такая. Курс доллара начинает резко падать. В Москву на биржу приходят вагоны свободно конвертируемой валюты. Ее владельцы кричат в мобильные телефоны своих менеджеров: «Продавай, черт тебя, белого воротничка побери, продавай, завтра будет поздно». В стране накапливается гигантское количество никому не нужных долларов. Они вытесняются из оборота, их уже некуда девать. Кладовщики плачут, дети прикуривают в подворотнях от 100-долларовых купюр. Правительство звонит в Америку и умоляет: заберите. А те говорят: слушайте, но это же безумно дорогая операция. Давайте мы тут у себя их снимем с учета и вычеркнем. А вы сожгите, пожалуйста. Сожгите, пожалуйста, мы вам еще и приплатим. Чиркает спичка, огонь съедает добрые, но немного усталые лица американских президентов. Едкий зеленый дым поднимается к свободному и чистому небу России. Вот здесь вы скажете, что такое точно мог вообразить себе только самый настоящий идиот. И как ошибетесь, потому что это не просто возможно, а именно так в точности и произойдет. То есть вы являетесь здесь неким Нострадамусом. По крайней мере, первая половина, она точно уже практически происходит. Ну так вот, давайте, дорогие телезрители... Да, еще одну цитату. Надо быть настоящими идиотами, чтобы всю жизнь пользоваться чужими деньгами, а не сделать рубль единственным верным и надежным платежным средством на территории России. Больше не будет цитат. Вот на этой почве мы сейчас посмотрим краткую биографию нашего гостя и потом продолжим наш разговор. Годзинский Андрей Михайлович, профессиональный финансист, создатель программы экономического роста. Родился 19 июня 1961 года в Кисловодске. Закончил Ленинградский университет, факультет систем автоматического управления. С 1989 года член правления АвтоВАЗ-банка. С 1990 года выступал в качестве финансового консультанта для ряда иностранных банков. Также был финансовым консультантом РАО ЕС, АвтоВАЗа, КАМАЗа. С 1995 года председатель Совета директоров Восточной финансовой компании. С 1999 года президент Центра социально-экономической стратегии «Другие реформы». С 2001 года советник министра Госстроя. Итак, вот у нас разговор о конвертируемом рубле. Здесь, я думаю, стоило бы, во-первых, некоторую терминологию, поскольку, я думаю, для зрителей будет тяжело, если мы углубимся в очень серьезные экономические разговоры, чтобы было понятно, и самое главное, понятно, зачем ему об этом нужно знать, как ему или ей это поможет. Но первый вопрос, это вообще, что вот сейчас происходит, сейчас... Как я понимаю, наше правительство говорит постоянно, да, что это для них важно, с одной стороны, чтобы иметь рубль как конвертируемую валюту, с другой стороны, идет некая ситуация, где даже наш президент говорит, что укрепление рубля, оно помешает нашей промышленности. В общем, в чем ситуация вот, на данный момент? Ну, я буду говорить как профессиональный финансист. Дело в том, что финансист воспринимает ситуацию предметно, а
люди по телевизору, политики, они говорят социально, общественно и так далее. Значит, в каждой науке есть своя специфика. Никто почему-то по телевизору не обсуждает ядерную физику, например. Все понимают, что там есть какие-то свои здесь имеется в виду, вещи. потому что финансы, в отличие от ядерной физики, имеют прямое отношение к человеку. Дело в том, что очень много смешано понятий в общественном сознании, да. То правительство, то Путин выходит в 2003 году и говорит, надо укреплять рубль. Теперь в этом году мы слышим опять, что его надо ослаблять, это вредит. То есть нет четкой позиции у правительства до сих пор. 15 лет идут реформы, но у них нет четкого понятия. По вашему мнению, есть какая-то реакционная ситуация к мне кажется, что до сих пор не договорились термин, что такое укрепление. Одни говорят, что это курс к доллару, например. Другие говорят, что это курс к евро. Но если это курс к доллару, тогда рубль ослабляется. Да, там, если курс к евро, там, наверное, он укрепляется. В разные периоды по-разному. Для меня, как для финансиста, да, укрепление валюты – это повышение ликвидности, да, стоящей за ней. Давайте и вопрос очевидный. Да. Это что такое вообще ликвидность, да, чтобы зрители под ликвидностью я бы, вот всем, наверное, может быть такой пример нагляден. Все понимают, что такое октановое число бензина, да? Автовладелец, вот, допустим, который ездит на 93-м бензине, он говорит, что вот АИ-93 – это вот ликвидность единиц. Вот я заправляю, и мой двигатель работает хорошо. А что, если в его машину налить АИ-80? То есть вот ликвидность в этом случае будет понижена, она будет меньше единицы. Что это означает? То есть октановое число понижается. Как можно понизить октановое число экономики государства? Так же, как можно понизить октановое число бензина. Взять, помните Алибабу, да, в «Джентльменах удачи»? Он, например, понизал октановое число, разводил ослиной мочой, да, в результате имел сверхдоходность на заправке. У нас сейчас звонок. Давайте. Да, хорошо. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Бессонов Алексей Борисович, город Пермь, юрист. Вы знаете, в истории государства российского были очень удачные финансовые реформы. Реформа Сокольского после НЭПа, когда мы в считанные месяцы укрепили рубль. Реформа Сталина после войны. Кстати, наша финансовая система даже после войны не была парализована. Но ваш гость совершенно прав, что вот это правительство, да, Кудрин, как министр финансов, они не желают видеть опыт, который был накоплен в СССР. Очень удачный опыт. Спасибо. Да, я отвечу на ваш вопрос. Совершенно верно. Значит, советское правительство делало абсолютно правильные вещи с точки зрения... Она занималась ликвидностью, она не занималась курсом рубля. Курс рубля получался такой, какой получался. Никого не волнует. У иены курс 114 там, к доллару, никто не парится на эту тему. Ну, и была ситуация у советского правительства, что их экономика не так зависела от мировой, как наша. Да. Значит, как занимались в Советском Союзе? Да? Они просто закрывали границу и сажали всех, у кого были доллары на руках. То есть это есть такой прием в финансах, это административное регулирование, жесткое, да? Но при этом нельзя разбавить рубль никакой другой валюты. Административно. В открытой экономике, да, тоже можно это сделать, поставив валютную таможню, которой у нас в России нет 15 лет. А существует ли валютная таможня в Соединенных Штатах? Мертвая. Не просто существует, мертвая. В Европе мертвая. Все развитые страны имеют валютную таможню. Как это работает? Ну, как это работает? Значит, все это делает Центральный банк государства. Оно делает таким образом, путем различных инструментов, которые есть у Центрального банка, таким образом они стимулируют гражданина. Для американца нонсенс держать под подушкой евро. Ему евро могут понадобиться только при поездке в Европу. Но для обычной жизни, для сохранения капитала внутри страны, да, для приумножения этого капитала, для размещения, ему евро никогда не нужно. Посмотрите на бедного нашего российского человека. Он бегает между трех этих окошков, и каждый день самый главный вопрос, который он просыпается, что сегодня купить, евро, доллар или рубль. Знаете, это говорит о том, что отсутствует внятная политика Центрального банка, да? Да. И в открытой экономике люди фактически имеют один на один. Центральный банк их не прикрывает, он не решает за них эту проблему, они предоставлены сами себе, как зайцы бегают между валютными ларьками. То есть фактически, если говорить об экономической войне, а у нас сейчас, я утверждаю, один из экономистов, который утверждает, что против России 15 лет ведется экономическая война, в целях обогащения Америки, Европы за счет России и так далее. Россия теряет колоссальные деньги на этом.
Вот. Никто население не защищает. Можете себе представить, во Второй мировой войне не было бы армии. Немцы бы шли и мучили бы это население как хотели, до Москвы дошли, до Урала, забрали бы все ресурсы. Вот примерно такая ситуация сейчас в финансах. Почему? Потому что ставка Генштаба, а именно Центральный банк, правительство и в данном случае администрация президента, те, которые должны составлять Национальный комитет обороны, они бездействуют. Они просто текут по течению, да, и следуют рекомендации там, валютного фонда и так далее. Но у них нет внятной политики. Плюс они путаются в терминах до сих пор. Давайте вернемся. Все-таки что же такое рубль сейчас вообще? Что это себе представляет? Ну, рубль, значит, с точки зрения мировой, я вам приведу, да, как средство платежа никчемное. Никчемное средство платежа. Оно очень непопулярное. Вот понимаете, если кчемное, да, значит, люди им пользуются. Вот использование рубля, значит, в мировой экономике долларом пользуются при расчетах, да, где-то 65-70%. Мировых расчетов производится в долларе. То есть им пользуются при осуществлении мировых расчетов. Везде. Но это обеспечивается военным присутствием и финансовым присутствием. Я финансист, я говорю де-факто. Мне не важно, чем обеспечивается. Евро пользуется 35%. Рубль в составе 100 других валют занимает не более 2% мировых расчетов. Включая и население России. То есть ни нефть мы не продаем за рубли. Никому в голову не придется зайти на биржу, купить рубль. То есть, и эта ситуация, она происходит. Ну а какими способами, какими методами? Я напомню, что есть 75-я статья Конституции, которая напрямую предписывает Центральному банку России, что не выполняется 15 лет, о том, что она должна поддерживать монополию рубля. Да что говорит о том, что российский человек, да, он не должен, у него даже мотивации не должно возникать зайти в доллар. Понимаете, да? Ну хорошо, но он должен им пользоваться, значит, он должен быть хороший. Представьте себе ситуацию. У нас покупает иностранный, соответственно, компания, государство, как угодно, заключает контракт на какое-нибудь сырье. Если оно продается в рублях, это значит, что это государство или эта компания должна сначала купить рубли. Конечно. Вот. У вас же не возникает... Но скажите, с ваших слов получается что эти 2% все остальные страны. Вот есть, например, вторая самая большая экономика в мире, это Япония, да? Да. Соответственно, она входит, иены. Не, иены, я думаю, что удельно, там 8%, по-моему, иена составляет мировых расчетов. Потому что у Японии покупают на экспорт станки, там какие-то колеса, да, там пленку, там Sony камеры, там, и так далее. Поэтому они вынуждены заходить. Никакой японец никакую камеру не продаст за доллары. Исключено. Ну, даже при ситуации, все равно, даже европейцы, они не покупают нефть за евро, они покупают их в долларах, потому что все сырье продается в долларах, да, то есть как бы эта ситуация не наша, а ситуация мировая. Я не хочу отвечать, что делают европейцы. Вот. Я российский финансист, я хотел бы отвечать, что должна делать Россия. Хорошо. Понимаете? Значит, я считаю, ну, допустим, если мы дальше пойдем по пути непонятных вещей, которые делает правительство Российской Федерации, Центральный банк. Стабфонд. Значит, я утверждаю, много лет, это моя позиция в печати, много лет, что стабфонд России не нужен. Стабфонд нужен стране, которая осуществляет импорт-экспорт в разных валютах. Ну, например, если бы мы импортировали из Америки за доллары, а экспорт продавали за рубли, у нас был бы валютный риск. И нам нужно было бы, для того, чтобы этот валютный риск хеджировать, держать какое-то количество долларов там, и так далее, на случай, если какие-то флюктуации будут на рынке, чтобы мы не понесли прямые убытки. То, что делают японцы, например. Они держат там, часть резерва держат в долларах, потому что они торгуют с Америкой, часть в евро, потому что они торгуют с Европой и так далее. Россия с Европой работает евро-евро, с Америкой доллар-доллар. Что за залипуха, значит, я так называю, что за залипуха стабфонд? Это просто отвлечение финансовых средств непонятно на что. Кто-то с кем-то договорился, может, кто-то с этого имеет комиссию какую-то. Давайте примем еще один звонок. Давайте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ваш вопрос? Алло, здравствуйте, уважаемый ведущий.
Уважаемый гость, я вас сердечно приветствую. Меня зовут Андрей, я из города Героев Волгограда. Уважаемый гость, вы ведете беседу, не основываясь на 3 принципах: свобода слова, демократия и личные отношения. Без этого, без этих 3 позиций у нас никогда ничего не получится. И мне кажется, что вы меня оскорбляете таким образом. Демократия, еще раз демократия, тогда у нас будет все отлично. А демагогия входит в ваши понятия, нет? Нет. Не входит, а она получается демагогия. Я ничего не понял, что вы меня спросили. Я не очень уверен, то есть не очень понимаю, в чем заключается... И в чем я нарушил демократические принципы данного человека. Да. Но, очевидно, мне сложно даже прокомментировать. Давайте мы опустим, как-то пойдем дальше. Вот, поэтому, что я вам хочу сказать? Очень странная ситуация. Все говорят, укрепление рубля вредит российской экономике. Ну так продавайте нефть за рубли. У вас будет обратная ситуация. Ну вот опять же, никто, Саудовская Аравия не продает. А знаете, как Саудовская Аравия стала продавать за доллары? Знаете, нет? Как? История, да? Историю вопроса знаете, нет? Нет, давайте. Нет, у них был кризис, да? Власть арабских шейхов зашатала. Это 50-е годы, по-моему, до создания ОПЕК. Да. У них бы пришли авианосцы американские и сказали: ребята, у вас будет всегда все хорошо в шоколаде. Вы всегда будете у власти. И никогда никто не посмеет эту власть пошатнуть, если будете нам продавать нефть за доллары. Это было политическое решение. Предположим, Саудовская Аравия. Есть страна такая, Венесуэла, в которой очень много запасов нефти, в которой сейчас в данный момент не зависит от американской политики как таковой, хотя она является в оппозиции. Тем не менее, она все равно продает нефть за доллары. Пока продает. Нету ни одной страны такой, которая не продает нефть, и не только нефть, а любое сырье вообще. Скажите, пожалуйста, гитлеровская Германия была сильная вообще? Ну, в принципе, да. Когда она заходила в Брюссель, все выполняли, что она говорила? Ну, в принципе, да? Ну, подчинялись. Да. А когда они пришли в Советский Союз, все в Советском Союзе стали выполнять то, что им сказали? Ну, здесь слабые страны, которые не могут отстоять свою позицию, свою независимость, считаете, они вынуждены. Мы ведем себя как третья страна. Вы считаете, что ОПЕК, точнее, как общая структура большая, да, в которой гораздо совокупно больше нефти, ОПЕК чем не у нас? Имеет своей армии. Не имеет своей армии, полностью зависим от экспорта в США. Больше никаких других доходов у них вообще нет. Поэтому выбор у них был небольшой, плюс им надо было удерживать власть. И когда им сказали, вот американский авианосец здесь рядом будет стоять все время, поэтому у вас проблем не будет, они приняли для себя это решение. Но это Саудовская Аравия. Дорогие телезрители, мы продолжим этот разговор, все-таки определимся, что такое рубль и что нам дальше делать сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Вот мы опять в эфире, программа «Разговор без правил», с нами Андрей Годзинский, и мы говорим о будущем рубля, как конвертируемый, нормальный, с точки зрения Андрея сейчас это не происходит. Да. Значит, я вернусь все-таки к определению сильной державы. Да? Сильная держава не должна себя вести как мелкая держава, зависимая держава. То, что делает Венесуэла или то, что делает Саудовская Аравия, совершенно не означает, что то же самое должна делать Россия. Тем более, что букет интересов в Саудовской Аравии совсем отличается. Может быть, Саудовской Аравии целесообразно это делать. У нее своя специфика, свое местоположение, своя структура экспорта-импорта. Вообще совершенно другая ситуация. Поэтому нам надо в стране определиться, во-первых. Должны в Думе, хоть Грызлов говорит, что Дума это не место для дискуссии, я считаю, что Дума это единственное место для дискуссии. Так там гладиаторами должны выступать не толстые депутаты, да, которые мечом не владеют, а должны эксперты. Допустим, ваш покорный слуга еще какой-то. Один будет защищать, что мы должны продолжать продавать за доллары нефть, а я должен буду доказывать в Думе, например, что нам выгоднее России, да, продавать за рубли. Все-таки мы узнаем, каким образом и каким методом это вообще будет происходить, даже если мы априори согласны, что мы должны продавать не только нефть, а вообще все сырье за долларами. Сейчас посмотрим сюжет, и потом продолжим разговор. На прошлой неделе на совещании с членами правительства, посвященном вопросам макроэкономики, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность темпами укрепления рубля.
Он указал Центробанку и Министерству экономического развития и торговли очень внимательно за этим следить. Опасения президента связаны с влиянием укрепления национальной валюты на темпы промышленного роста, а точнее на конкурентоспособность российского экспорта. Министр финансов Алексей Кудрин на замечание Владимира Путина дал ему понять, что укрепление рубля в нынешней ситуации неизбежно. Это один из методов борьбы с инфляцией. Удорожание рубля относительно доллара на 3% приведет к снижению инфляции на 1%, считает главный экономист Merrill Lynch по России и странам СНГ Юлия Цыпляева. Промышленному росту крепкий рубль пока не мешает, успокаивает президента глава МЭРТа Эльвира Набиуллина. Об этом говорят данные о росте промышленности в феврале 2008 года. Заместитель главы Банка России Алексей Улюкаев не склонен более использовать механизм быстрого укрепления национальной валюты для борьбы с инфляцией. Чем больше мы укрепим рубль сейчас, тем больше мы будем вынуждены ослабить его потом, пояснил он. Нужна ли России сильная национальная валюта? Насколько зависит наша экономика от доллара и евро? Почему рубль до сих пор не является конвертируемым? Может, у вас есть какие-то комментарии по поводу сюжета? Могу с конца. Почему рубль не является конвертируемым? Потому что мы не принимаем, не заставляем никого при экспорте нефти покупать рубли. Вот только поэтому он не является конвертируемым. Как только начнем заставлять, а нам трудно будет отказать. Понимаете, мы один из самых больших экспортеров, и без нефти ни в Европе, ни в США, не касаясь автомобиля, да, производство пластиковых пакетов, ручек и так далее, все встанет. Поэтому потеря такого экспортера, как мы, это мы очень сильный экспортер. Еще раз говорю, даже если в результате наших переговоров жестких, да, цена барреля нефти понизится даже до $50, все равно, мне кажется, лучше получать твердые $50, чем при цене 100 баррелей сегодня получать $30 фактически. Это я утверждаю. До того, как вы будете отвечать на остальные вопросы, предложенные сюжетом, мы сейчас, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я бы хотел задать вам вопрос, если вы меня слышите. Да, конечно. Ну, по товарном продукте, такой, как и говорилось уже, это бензин, допустим, дистопливы и прочее. Но, как известно, любой товарный продукт имеет цену на рынке, имеет ряд экономических показателей, как себестоимость, допустим, монетарность и все прочее. Но непонятно, почему наше правительство задирает постоянно цены на бензин. Нигде, ни в каком государстве нет таких темпов роста в России, допустим, за годы или в несколько раз, и все прочее. Но еще, я помню, 5 лет назад у нас бензин был 3 рубля, 2 рубля, сейчас он порядка 20 рублей. Мне непонятно, почему у нас есть, допустим, может быть, не точная цифра, но себестоимость производства литра бензина от 1,5 до 2 рублей. Почему нельзя накрутить на все это транспортные издержки, прочие накладные расходы, заложить какую-то вполне определенную обоснованную прибыль, сделать его по 3, по 4 рубля, но чтобы эта цена была ясная, понятная, стабильная и надолго. Ведь мы же ГТМ, мы загоняем в первую очередь сельское хозяйство, укрепляем, если еще до конца не уродили, промышленность, рост цен на все продукты, в том числе питание и все прочее. Я прошу вас, как можно это... Объясню. Спасибо за вопрос. Ну, поскольку у вас передача называется «Разговор без правил», да? Да. То есть я понимаю, это место, где можно немножко критиковать правительство, да? Свободно, да? Вы есть, свободны делать что да, угодно. Значит, я вам говорю еще раз. Территория России экономическая дана на откуп супостату, да? Поэтому цены здесь, при том, что правительство говорит, что оно реализует какую-то инфляционную программу, на самом деле оно ничего не делает. Вот оно много говорит, а делает так мало, что даже ничего не видно. Значит, поэтому Россия является инфляционной помойкой Европы и США. Валютной таможни у нас нет. Секунду. Значит, дело в том, что поскольку мы не производим ничего, да, от зубочисток, да, до автомобилей, как АвтоВАЗ сейчас закроется, совсем не будем ничего производить. То есть мы полностью зависим от импорта. То есть монополия импорта Европы и США. Вот сколько скажут зубочистки стоить, да? В принципе, точно так же, как Америка. Конечно. И тут они с нами не церемонятся. А мы продаем им за их валюту нефть. Мы церемонимся. Мы церемонимся. То есть правительство проводит нерезидентную политику, не в интересах России. Вопрос, почему оно это делает? То ли оно не квалифицировано, да?
То ли оно имеет там свой интерес и обогащается за счет этого. Но это уже вопросы не к нашей студии, а к компетентным органам, да? Но это происходит так. И до тех пор, пока Центральный банк России не встанет на защиту собственного населения, так же, как Ставка Верховного Главнокомандования во Вторую мировую войну не встала на защиту Жуков, Рокоссовский, Сталин, и не стали защищать наши города и села, до тех пор здесь будет разгул инфляции, и будет продолжаться вранье по телевизору, что кто-то реализует какие-то программы, у нас инфляция 10% в год. Хорошо, а как насчет такого тезиса, который вот только что мы услышали от господина Кудрина, насчет того, что крепкий рубль и укрепление рубля мешает нашей промышленности, нашей экспорту промышленности? Чушь собачья. Вроде бы по статистике... Как может рубль вам мешать, если вы ничего в рубле не экспортируете? Что вы экспортируете в рубле, назовите мне? Я ничего не экспортирую. Ну, что Кудрин? Вот заместо Кудрина быстро мне ответьте. Что вы экспортируете в рубле? Чтобы укрепление рубля на экспорте удорожало ваш экспорт. Что в рубле? Ничего. Это болтовня пустая, понимаете? Если вы в рубле ничего не экспортируете, как укрепление рубля может влиять на вашего экспортера? Это раз. Во-вторых, еще раз говорю, финансовая проблема России не в курсовой разнице между долларом и рублем и так далее. Проблема в ликвидности, в октановом числе экономики, понимаете? Потому что если октановое число падает, цены у вас растут. Это прямая зависимость в финансах. Потому что это сообщающиеся сосуды. Почему все страны стремятся ликвидность, да, иметь хотя бы, вот допустим, знаете, да, из финансов есть обязательства класса ААА. Это высшая ликвидность финансовых обязательств, допустим, Федеральная резервная система в США. Относительно нее старается ликвидность всех других иностранных инструментов. У нас, соответственно, по-моему, Б+. Как я понимаю, вот ААА, допустим, это принятые бумаги Федеральной резервной системы. Это, грубо говоря, единичная ликвидность. Бумаги класса ААБ, их должно быть меньше по количеству, чем бумаг ААА в устойчивой системе. Это уже ликвидность не единица, а 0,99. Бумага АББ и так далее, понимаете? И допустим, в Америке запрещено бумаги класса ААА, пенсионные фонды, напрямую, минуя ААБ, АББ, ББВ, сразу в ЦЦЦ. Коммерческие бумаги, там, не знаю, какого-то банка, например. А у нас через Думу проводят закон, и, пожалуйста, тебе. Все пенсионные деньги уже ушли. А кто измеряет это? Как кто? Это, то есть, вот агентство рейтинговое, то есть Moody's, Fitch, да, так как я понимаю, вот это измерение. Значит, это рыночные категории. Значит, цена товара, как вы знаете, определяется только в момент купли-продажи. Вы сколько угодно можете говорить, сколько этот стакан стоит, но пока его не купили, это все разговоры. Поэтому проверка ликвидности бумаг происходит на фондовых биржах. Там, где их каждый день продают, покупают. Вот. Так вот, я вам говорю, если бы у нас были обязательства Федеральной резервной системы России, и они торговались бы на РТС, их качество было бы ЦЦЦ. А там и не пахнет. Или даже еще надо было придумать ФФФ. Я бы вот назвал, понимаете? При таком, и это основа экономики, на котором стоит весь каркас. Хорошо, давайте примем еще звонок, и у меня потом к вам вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Сергей, город Новгород, 40 лет. Да, Сергей. Вопрос такого порядка. Вот слушая вас и ваших гостей, создается впечатление, что приток в нашу страну, вот, так сказать, большого количества средств по продаже энергоресурсов приводит к инфляции, соответственно, какой-то определенной. Напрямую, да. К снижению, так сказать, производительности, к снижению наших производственных, так сказать, каких-то мощностей и так далее, и так далее. Так вот вопрос, не кажется ли, что выходом из этого может послужить такая мера, как уменьшение экспорта, и это приведет к чему? Во-первых, к уменьшению поступления средств в страну, к оздоровлению нашей экономики, ну и самое главное, к сохранению нефти в созданных Богом резервуарах, в пласте и так далее, которые как бы уже упакованы, готовы в продаже, является такой же ценностью по сравнению с уважаемый бумагами, которые называются, так сказать, уважаемый Сергей, я вас перебью, отличный вопрос, но зачем нам придумать велосипед, когда финансисты
всего мира придумали уже гораздо более эффективный, надежный средств купирования инфляции. Продажа своих товаров за свою собственную валюту. То есть заставить американца, прежде чем купить баррель нефти, купить вот такой, скажем, я принес сегодня рубль с Юркой Гагарином. Так вот как раз понимаете? К чему мы дошли сейчас, извините. Вместо того, чтобы уменьшать экспорт, экспорт это наши доходы, как мы их можем уменьшать? Если мы не будем экспортировать нефть, мы на чем жить с вами будем? Это как бы мера, но она имеет столько минусов, что те плюсы, о которых вы говорите теоретически, да, они все поглощаются теми минусами на практике, которые будут выступать при реализации. Сейчас, кстати, это и происходит. Кудрин получает, одну секунду, валюту и говорит, у нас голландская болезнь, мы должны точно тоже отдать в Америку, правильно? Центральный банк под эту валюту выпускает рубли, но Кудрин не хочет их направлять на строительство дорог. Получается, что нефть мы отдали, но ни долларами, ни рублями мы использовать не можем. Значит, эффективная цена продажи нефти сколько? 100 баррелей с донной? Нет. Эффективная цена получается, да, что мы только с проданного мы используем только $20, 20-30 долларов. Поэтому российский мотор работает на одном цилиндре, если он пятицилиндровый. Мы это, что вы говорите, уже где-то делаем сейчас. И это наносит убытки ежегодной стране. Я почитал, за 15 лет вот такое хозяйствование в кавычках, значит, Россия нанесло убытки, сейчас уже в пересчете на современные деньги, где-то около 5, я уже считаю, триллионов долларов. Кто за это ответит? За нанесение страны ущерба в особо крупных. Хорошо. Вот у меня создался такой вопрос в это время, пока мы с вами разговариваем. Это представьте себе ситуацию, что вы министр финансов, да? То есть, а мы обозначили примерно более-менее не в этом правительстве, более-менее в правительстве в том, который работает адекватно по вашему мнению. Хорошо. И адекватно оценивает ситуацию. Что бы вы делали этапно, чтобы решить эту проблему? Значит, первое, я бы причесал ликвидность на то, что существует в стране. Что значит причесал? Отменил бы законы, позволяющие использовать пенсионные деньги, прямые инвестиции, бумаги класса ААА, инвестировать сразу в бумаги ЦЦЦ. То есть переворачивать финансовую систему, она становится неустойчивой, понимаете? То есть я бы очень много вещей. Дальше я бы вот то октановое число, допустим, что я ему говорю, накачанную за 15 лет инфляцию здесь, да, а инфляция, она в товаре, в ручке, в цене стакана, это инфляция, в цене киловатт-часа. Нет, да? То, что инфляция есть, это я Вы понимаете, что в киловатт-часе 80% пузыря. И только 20% реально произведенных затрат на их производство. Проблему я осознал. Еще раз говорю, значит, это вирус, который надо вывести из экономики. Я бы увеличил резко государственный долг, снял эту проблему с промышленников, с потребителей и так далее. И сказал, я Жуков, я эту родину буду защищать. Ей нанесли, путем Второй мировой войны, ей нанесли ущерб, ее разутюжили. И этим образом но для этого мне нужно сделать... Обязательно, мне инструмент нужен. Вы понимаете? Америка, когда нападала на нас экономически в 90-м году, да, при помощи попустительства Гайдара, она же тоже пользовала инструмент. Какой? Вот такой. Вот инструмент, которым нас забрали у нас 5,5 триллионов долларов. Вот. С помощью этой. Поэтому, чтобы создать адекватное оружие, на своей территории мы должны создать свое. Вот это. Вот что бы я сделал для начала. Выкинул бы вот этот рубль, который не обладает никакими качествами. Выкинул бы вот это. Попросил бы население обменять мне вот это все на вот это. Я бы ему. И я бы взял из стакана 80% его цены в государственный долг. Я бы резко его увеличил. Потом разложил бы на плече в 15 лет, как правительство ответственное. Выпустил бы под этот долг бумагу и шел бы по графику, и фондовый рынок эту бумагу отслеживал бы каждый божий день. Сегодня нет такой долгосрочной бумаги. Давайте примем звонок и посмотрим, что зрители думают по этому поводу. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой телезритель, у нас только минута, поэтому кратко, четко по вопросу. Это Кирилл из Рыбинска. Вот вы предлагаете монетарные, финансовые методы решения проблем страны. Не только. Ну да, но я вам что хочу сказать, что наша страна находится в условиях глобальных и локальных монополий. То есть, грубо говоря, если ваши монетарные, финансовые методы, они правильные и разумные, то в наших условиях, в условиях монополизма локального и по всей стране, они приведут просто к гиперинфляции. Но первое, я бы разогнал это правительство, я забыл сказать. Ну вот. Понимаете, да? Чубайс, который... начинать нужно.
разрушает монополии, непонятно с чего. Да. Много, вы понимаете, у нас передачи не хватит, с чего бы я сделал. Я говорил основные моменты как финансист. Там куча моментов, как администратор. Давайте ответим на этот вопрос и про потенциальную гиперинфляцию, которая может произойти от вашей реформы. Не может произойти. Значит, как финансист я вам докладываю. После рекламы. Хорошо. Мы опять в эфире и говорим о будущем нашего рубля. И, Андрей, вот мы продолжим тему по поводу потенциала инфляции. Мне вы сказали, что при реализации такого плана и введении рубля, может возникнуть гиперинфляция. Значит, несколько механизмов. Есть инфляция импортированная. Я говорил, это решается путем проведения валютной таможни. Это понятно. Это отсекается. И инфляция произведенная. Произведенная когда? Когда у вас пассивы, допустим, отстают от активов. То есть, если вы идете по пассивам и по активам, по балансу, и у вас все время ноль, у вас не может быть никакой инфляции. У вас инфляция возникает тогда, когда ваши обязательства, допустим, федеральные, отстают или опережают. Значит, когда у вас отставание, у вас инфляция получается, когда у вас наоборот у вас получается обратный процесс инфляции и так далее. Вот, поэтому, еще раз говорю, финансы – это наука. Но у нас, к сожалению, не прибегает к услугам этой науки. У нас сидят министрами финансов друзья Владимира Путина, понимаете? Не финансисты, а друзья. Это совсем другая категория. Человек сидит, ему принесли бумагу, он вот здесь подписывает ее на уголке. Но человек, который подписывает на уголке, это не является финансистом, понимаете? У него должны быть стадо финансистов, которые должны мыслить. У нас нет мышления финансового 15 лет в стране. Они перечитывают отчеты МВФ, или учатся там в высших школах экономики по методикам МВФ, понимаете? По вражеским методикам. Это все равно, что наших летчиков учили бы немецкий, как воевать против них, понимаете? Давайте примем еще один звонок, и потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Алло, да, вас слышно. Да, я немножко уже перед этим успел поговорить, пока была реклама. Я должен повторить вопрос, правильно? Это вот тот же человек. Это Казахстан. Да-да. Повторите, пожалуйста. Еще раз представлюсь, меня зовут Сергей, 30 лет, из Казахстана, город Уральск. Вопрос такой. Если Россия обяжет ту же Европу или Америку покупать сырье за рубли, я так понимаю, что американцы будут покупать рубли за доллары, и что тогда Россия должна делать с этими долларами? Вот. И второй вопрос, вытекающий из первого. Насколько я знаю, в Санкт-Петербурге сейчас планируют открыть биржу, и там нефть должна будет продаваться за рубли. Это будет реально или это не произойдет просто-напросто? Вот я вам говорю, что это купирование инфляции. Дело в том, что как только они начнут покупать за рубли, мы покатимся назад, в том плане, что им понадобится больше долларов, чтобы купить наши рубли, верно? Это вы про Санкт-Петербургскую биржу говорите? Это я вам говорю про продажу нефти за рубли. Вот, допустим, вы сегодня там $100 за баррель, Вот, и вы вынуждены принимать эти $100, а дальше девать вам их некуда, и вы начинаете им придумывать всякие и фактически лишаете себя выручки. Что вы сегодня Кудрин делает? Он лишает страну выручки. Теперь люди будут покупать. Рубль будет не 1 к 30, как сегодня по бинарной корзине валют, а будет 1 к 2, например. Значит, что? Мы купируем инфляцию. Правильно? Потому что у нас получается, что... Но все рубли, которые мы получим за нефть, они какие? Ликвидные, с ликвидностью единицы. Если сегодня мы получаем инфляционный мусор в виде вот этого доллара, потому что на нем номинал написан 100, а по ликвидности это может означать 50, 30 в разные моменты времени, то вот эта штука, которую мы контролируем, и наш Центробанк имитирует, мы четко отслеживаем, сколько их у нас в обороте, это всегда будет единица. Хорошо. И тогда на этом можно построить нормальную экономику. На вот этом дерьме, вот на этом, выпущенном специально для нас, никогда ничего, ни одна сильная экономика не может быть построена. Все-таки это оккупация, это оккупация. Это я понимаю. У меня все-таки очевидный, и, в принципе, я очень хочу именно методику и понимание, как это произойдет. Значит, вопрос заключается в чем? Предположим, мы создаем нормальную, реально конвертируемую валюту, предположим, мы это делаем. Каким образом, если ни одна страна в мире еще не смогла это сделать, а мы будем продавать в своей валюте сырье,
Поскольку у нас нет производства, как вы сами сказали, и экспорт, ну, практически мы ничего не экспортируем, кроме сырье, да, не практически, а так и есть. Вот. Но сырье во всем мире экспортируется в долларах. И у нас, вы говорите, должна быть сильная страна. Что такое? Какие у нас рычаги есть? Даже если мы... Что такое сильная страна? Какие у нас рычаги, чтобы это изменить мне всю очень мировую за 10 ситуацию? минут вам изложить крупными штрихами. Первое. Должен быть емкость демпферная. Конечно, мы будем встречать сопротивление. Конечно. Но у вас американцы сегодня имеют гигантский внешний долг. Да. Гигантский внешний долг. А мы, как папы Карло, быстренько его гасим. Почему-то. Значит, у нас резерв по созданию долга. Ну, давайте честно, процент нашего одну секунду, он ничтожный по сравнению с американским долгом. Мы меряем в пропорции к нашей экономике. Хорошо, да. Поэтому мы не в абсолютных цифрах будем мерить, а все-таки пропорции к нашей экономике. То есть, если мы в таких же пропорциях, до того, как Америка начала обманывать, значит, мы теоретически до таких же пропорций можем использовать маневры внутреннего долга, верно? А это резервуар. Это все равно как водонапорная башня. У вас в кране воды нет, но вы еще можете из резервуара брать. Так? То есть мы их будем приучать. Они скажут, что мы за один день, они все с нами подружатся, они нам устроят войну по импорту, они нас будут саботировать, как на войне. Как на войне. Мы им пушками, они нас танками, мы их самолетами и так далее, но надо воевать. Вы что, в хоккее чемпионами мира становитесь без всякого сопротивления на площадке, что ли? Почему вы должны... Почему все... Да, конечно. А вы думаете, борьба за жизнь в мире — это не толкание локтями? Конечно. Вы должны драться за свою страну. Чтобы она имела хорошую жизнь в современном мире, за нее надо драться каждый божий день. А если вы бросили людей, и они у вас 150 миллионов плодят бомжей, они просто страдают каждый день. Вы их просто бросили. Понимаете? Вы занимаетесь смекалками, я не занимаюсь. Ездите в Архангельск друг другом, летаете на шашлыки к Бушу, но страной вы не занимаетесь. Вы не воюете за нее, понимаете? А я призываю к тому, чтобы вы начали войну. Уверяю вас, имея под собой ракеты, на которые не дадут возможность разобраться с вами, как с Ираком, имея возможности огромные запасы сырья по газу, это с вами будут договариваться. Никуда они не денутся. Пока мы перейдем пока никто за не счет готов внутреннего демпфера, мы поболеем год-два. Но потом все привыкнут к мысли, так же, как мы приучили к ценам на газ. Украина истерику делала, Белоруссия делала, а сейчас привыкли. Понимаете? Но мы добились своего, что за газ нам стали платить. Ну, хотя бы вот в этих вонючках. Платят все-таки, да? А вот теперь мы заставим, что платили вот в этих. Платили кто? Одно дело заставить Украину, которая зависит экономически от нас, да. или Беларусь. Другое дело заставить Германию платить. Будет. Никуда не денется, поверьте. Ну, экономика упрямая вещь, понимаете? Вам может многое не нравится. Ну, вам ставят вот такой телефон и говорят, там мобильный есть у вас телефон, и говорят, он стоит $400. Вы ходите, облизываетесь, не буду платить дорого, все, а потом, по нем можно имейл, все, неделю почесались, пришли, выложили, куда денетесь. Возьмете этот телефон. А с машинами вам что делать? Ситуация, что вас заставляют какой-то Мерседес купить за 150 миллионов евро. У нас нет эксклюзива на продажу газа и нефти. Не может быть, если мы займем такую позицию, то страны-покупатели скажут, зачем нам это нужно, зачем нам ваши рубли. Вот. Я хочу себе представить эту ситуацию на Нью-Йоркской мы будем торговать с ОПЕКом, мы будем торговать с Норвегией, с Мексикой, мы будем... И они вам добычу на 150 миллионов в год подымут. Я знаю, что в Саудовской Аравии у них запасы раза в 10 больше нефти, чем у нас. Хорошо. Мы можем поставить себе ситуацию изоляции, да, потому что зачем... Политика — искусство возможного. Я вам не говорю, что вам... Но то, что надо... Извините, пожалуйста, вам сказали бы, вы собрались до Берлина дойти под Москвой, да? Жуков вам сказал, собрался. Вы сказали, да вы с ума сошли. Вы видели у них какая армия? А он говорит, давай пойдем. За год не дойдем, за 2 дойдем, за 3 не дойдем, за 5 дойдем. Он зашел в Берлин, потом повернулся, сказал, ну что? Понимаете? Поэтому глаза боятся, руки делают. Еще раз говорю, должна быть поставлена задача. За свое население, за его хорошую жизнь надо воевать. И армия, которая должна воевать, вот эти бездельники в Белом доме и в Кремле. Понимаете? Андрей, у нас программа заканчивается, подходит к концу. Спасибо вам большое. Завтра будет Маша Соколова вести передачу с Дмитрием Голубовичем по поводу прогноза финансового года, который прибудет в апреле. Всего вам доброго, смотрите РБП и пишите на наш форум, а также на наш сайт. Всего вам хорошего.